надо, на мой взгляд, повторить уроки пройденного за эти недели, рассказать телезрителям, чем сейчас, вот на сегодняшний день вы занимаетесь, чего достигли общими усилиями и каковы перспективы в абхазской электроэнергетике. У нас произошла авария в Ачигваре. Пропускная способность линии 227 мегаватт, нагрузка достигла 280 мегаватт. Непринятие срочных мер в связи с этой аварией, в связи с увеличившимися нагрузками, привело бы к непредсказуемым и, возможно, непоправимым последствиям для всей энергосистемы, в связи с чем мы были вынуждены ввести очень сложные, очень тяжелые ограничения и для населения, и в том числе для энергетики. Эти отключения, они очень негативно сказываются на энергетическом оборудовании. В настоящее время, с момента введения ограничений, мы усилили работу по прекращению деятельности криптоферм. Там есть несколько категорий. Есть люди, которые к нам обращались с просьбой за оформлением документов. И каждый из них был изначально предупрежден о том, что в моменты пиковых нагрузок мы будем просить их отключаться. И надо сказать, что большинство из них сразу откликнулись на нашу просьбу. Есть другая категория, с которыми приходится работать, применять какие-то меры. Но в целом с 16 по 23 ноября нами проведена определенная работа по всем районам, по всем филиалам, по всем энергосбытам. Отключено с 16 по 23 ноября 46 киловатт криптоферм. Вот. На определенном этапе, как вы знаете, нам это позволило перейти с 6-часового графика трехразового отключения на 4-часовой график веерных отключений. В разрезе районов по Гагарскому району отключено 7,3 мегаватта, по Гудаутскому району 4,4 мегаватта, Сухумский район 4,5 мегаватт, город Сухум 7,1 мегаватт, Гулерипский район 5,6 мегаватт, Ачимчирский район 8,4, Тхуарчальский район 7,9, Гальский район 0,8 мегаватт. Работа в этом направлении продолжается. В конце недели, с начала текущей, мы проведем повторную проверку ранее отключенных объектов. Министерством экономики создана рабочая комиссия, в которую входят представители МВД, СБ. Это, безусловно, серьезное подспорье в нашей работе, потому что в некоторых моментах у нас нет ни возможностей, ни полномочий принимать какие-то решения. Мы готовим материалы в эту комиссию. При содействии комиссии мы надеемся, что данная работа еще усилится. Останавливаться мы не собираемся и будем ее проводить повседневно до тех пор, надеюсь, когда мы решим этот вопрос с повышенными нагрузками. Во многом пункты, которые здесь указаны в постановлении парламента, перекликаются с постановлением, недавно принятым Кабинетом министров, что, безусловно, только способствует хорошей работе. Часть из них мы, только что я вам доложил, что выполняем. Вот, например, пункт 3, где нам рекомендуется проводить эту работу. Что касается ограничений на ввоз, мы ставили этот вопрос и Министерством экономики. Этот вопрос был воспринят, и вам, наверное, докладывали. Безусловно, это верное решение. Я думаю, что хотя бы на данном этапе, до завершения работ ремонтных на Ингургэс, конечно, ввоз оборудования по данному виду деятельности запрет на него надо продлить. По вашим оценкам, ремонт деривационного тоннеля и другие работы, они могут завершиться к концу апреля, к началу мая? Да, ремонт начинается 20 января, и планируется его завершение, как раз в те сроки, которые вы указали, но где-то к 5-15 мая, я думаю, ремонт будет завершен. И вы вот рекомендуете пожелание парламента, рекомендация парламента в этой части запретить до этих чисел ввоз оборудования по майнингу, да, криптовалюты? Да, я считаю, что это верная рекомендация.
При этом нам надо не прекращать работу, о которой я вам только что доложил, при поддержке и с участием всех других структур. Ваш аппарат как оценивает ваши сотрудники на местах? Как вообще оценивают перспективы? Сколько мы еще можем сэкономить для потребителей электроэнергии той работой, которую вы сейчас проводите? Если сейчас, условно говоря, 40 мегаватт мы вернули домой, сколько еще за это время можно возвратить потребителям? Работа ведется даже не с момента выхода постановления и тем более не с момента принятия постановления Кабинета министров. Вопрос очень серьезный. Проблема накапливалась годами. Она никем не регулировалась. Постановление 2018 года фактически не работало. Запрет на ввоз оборудования впервые введен последним решением Кабинета министров. Поэтому нам приходится иметь дело с тем, что мы имеем. В этой работе, безусловно, если мы сохраним ту динамику, которая есть у нас сегодня, безусловно, мы достигнем определенных результатов. Но при всем при этом наша энергосистема сегодня находится в таком состоянии, что даже минимальная нагрузка от этого вида деятельности существенно сказывается на всей энергосистеме. Тут надо какие-то, наверное, искать решения по генерации, какие-то механизмы работы тех же майнингов, если эта деятельность будет продолжена. Но я думаю, при поддержке других структур мы эту работу обязаны просто довести до конца, иначе ситуация будущего года не будет ничем отличаться. То есть перспектива майнинга, она достаточно призрачная, на мой взгляд, если состояние электроэнергетики будет таким, как мы сегодня наблюдаем. Да, То, что мы видим в вашем хозяйстве, в каком состоянии все находится. И, кстати, каковы материальные запасы сейчас? Как вы можете быстро реагировать на выход из строя вашего оборудования в городах и районах? Практически никаких материальных запасов, они минимальны. Если мы в ближайшее время их не пополним, это будет еще одной острой проблемой, которая ждет нас в ближайшие месяцы. В этом плане хотел бы обратиться к вам с просьбой оказать возможное содействие предприятию. Мы начинали работу с практически нулевым счетом и пустым складом. Сегодня ситуация немножко в плане собираемости изменилась, но А насколько она изменилась? Каков процент? Физические лица как платят? Юридически платили и платят хорошо, а как с физическими лицами? С физическими лицами ситуация в процентном отношении практически не меняется, порядка 30% собираемость. И я думаю, тут решение вопроса, оно также должно быть комплексным. В первую очередь, безусловно, надо вернуться к той программе, которая начинала осуществляться и даже была частично осуществлена по установке счетчиков среди населения. Кроме того, нами продолжается разработка концепции тарифной политики, тарифы на электроэнергию не менялись долгие годы. Сегодня мы находимся в той ситуации, когда просто транспортировка электроэнергии обходится нам 80 копеек, а продаем мы ее в среднем всем категориям граждан, юридическим лицам, физическим, если усреднить, за 38 копеек примерно. При этом за предприятием числятся большие задолженности, порядка 300 миллионов рублей по налогам и платежам в бюджетные фонды. Есть кредитные задолженности, кредиты, которые мы обслуживаем, это порядка 700 тысяч в месяц. Тем не менее, нам удалось выйти на уровень, не полный, но самоокупаемости. Мы платим зарплату без задержек, и покрываем какие-то текущие расходы. При этом и сама, конечно, структура требует организационных каких-то изменений.
Ну, просьба какая, Михаил Ильич, отслеживать процессы, которые происходят, и быстро реагировать на нестандартные ситуации, продолжать работу по выявлению незаконной деятельности вот в той сфере, о которой мы сегодня говорим. Естественно, возвращаться, смотреть еще раз, выполняют ваши поручения или нет пользователи, владельцы так называемых ферм. Как реагируют в целом те, кто желает быть добросовестным потребителем электроэнергии на порученческие пункты в постановлении парламента, как они на это реагируют. Можно провести какой-нибудь несложный, быстрый процесс по изучению мнения людей. Мы же никому не хотим причинить вред, верно? Мы хотим призвать к порядку и ответственности тех, кто нелегально, бесплатно пользуется недостающей в катастрофическом измерении электроэнергией. Ведь речь идет об этом, верно? Мы же не против бизнеса, как разумно говорили об этом вчера в парламенте. Мы за это, но мы за регулирование этого бизнеса. Если он будет в этом качестве и количестве вообще на территории Абхазии, может же так случиться, что мы не сможем обеспечить всех желающих, потому что известно, это уже не секрет давно, и вы об этом сегодня говорили, изношенность линии, она так к точке невозврата, в общем-то, приближается, и без серьезных вложений, без инвестиций ничего не получится. А как мы знаем из практики нашего бюджета за прошедшие годы, неважно какие, там были времена, когда мы могли в течение 3 лет вложить 700 миллионов рублей, в течение 4 лет вложить деньги из наших комплексных планов разных, более 500 миллионов рублей. Но даже эти большие цифры недостаточны для того, чтобы был более-менее, было устойчиво что-то. Этого, к сожалению, нет. Это правда тяжелая, но она реальная. То, что потребители перестали платить даже эти небольшие деньги за электроэнергию, все это привело к той цифре, которую вы обозначены. Да? Вы же не оговорились, так? 30 с лишним процентов, верно? Были времена, когда мы считали 65%, 67% платежей со стороны физических лиц плохими показателями. А тут совсем, извините за грубость, свалились. Не будем вкладывать в электроэнергетику, ее вообще, этой отрасли не будет просто-напросто. Не будет. Это так. Давайте так договоримся. У вас регулярные встречи с руководством Министерства экономики. Да? Мне известно содержание всех этих встреч. Там есть результат. Будем эту работу продолжать. Когда будете считать необходимым встретиться здесь, у меня в рабочем кабинете, я готов всегда выслушать вашу информацию, дать какие-то поручения, советы. Работа должна быть комплексной. В этом заинтересованы все, и мы ее будем продолжать.